Саскы күңе айылғамы көстүте Мин киребин ирела ойурга Күлимирти сыластык тигара Күнүм сылас сардаңата Тыгый мен күнүм жолу энбелekte Тыгый мен күнүм симегинен симен Тыгый мен күнүм жолу энбелekte Тыгый мен күнүм симегинен симен Симен. Когда я в зеркало подхожу, сразу себя вижу, как фильм с детства, с этого времени. И спрашиваю сам от себя, правда ли это я или сон. До сих пор не верю. Меня зовут Николай Алексеевич Бандеров, Дюлур. Дюлур — это стремление жизни. Я родился инвалидом детства, ДЦП диагноз. До 3 лет я не смог ходить, но зато с 1 года начал, как старик, разговаривать, болтал. Моя родная сестра, младшая, Еремеева Зоя Алексеевна, когда никого не было, у меня-то сказали, уже отказали, ваш ребенок уже не будет ходить, а она заставляла меня ходить. И так я немножко стал ходить с 3 лет. И, конечно, в каждом шагу падал. Я учился в поселке, в Айсадах, вспомогательной программой. Сказали в домашних условиях, отказались родители и в обществе. Они таскали меня до 5 класса, и потом одноклассники, одноклассницы меня тоже так же встретили и также туда-обратно. Я, когда в 2 классе или в 3, линейка был в школе, я тогда узнал, что мой прадедушка шаман, Бандеров Дмитрий Павлович, книга есть про него, Ханидова, он на Халерха. Знает, наверное, народ. В свое время знаменитым был он. И учителя говорят, не надо их обижать, про мою семью говорят. И с этого момента я думал, какой он человек. Я хотел его видеть. Я-то не знаю, он умер. Какой он был интересный. Если у меня есть такой дед, я должен ходить, я должен нормальным стать. До этого времени уже у меня в уме только он. И до сих пор помогает он. Во сне советует, если тяжело будет, если что-то мне слишком. Если я обижусь, например, если что-то не получается, всегда, пожалуйста. Я знаю, что это ты мне поможешь. Я знаю, что ты меня видишь. Он этой фотографии
с бабушкой в больнице сидит. Так, далеко от друг друга далеко. Я через компьютер сделал по заказу, как будто я их обнял и троем, как я мечтал, все добился. Наконец-то я с малых лет мечтал, и эту мечту я создал с фотографией, как будто встретился. Я вот знал, что так будет, но я не знал именно 31 год. Я ждал этого момента. Я чувствовал и верил, что я буду нормально ходить. Айвайым здорово. Здорово. Кая кайтага жан? Чугай беалла. Чугай гинда. Ахуайым. Ябетти. Таатан чугай болла кандалта. Бу кепсивинда. Билингангал итаадак кайдам. Итагай бакын баголла. Нишас агаяк мүлүдүнө турбу кейда. Мне повезло, что он сразу принял меня. Мог бы и отказать. Дверь открыл. Второй такой, как шкаф. Я спорил. Забыл про чего спорил уже. Так стою и объяснил. Так. Он говорит: Олар, Тронда. Так, у него звонкий голос, что даже микрофон не надо. Я сидел. Он-то видит руками. Он слепой сам. Прикинь, он дотронулся сразу на ноги и говорит: травма. Это, когда я родился, травмировали. Он так говорит, который первый раз я вижу. Он говорит: немножко будет болеть, будешь терпеть? Будешь терпеть? Я говорю: 31 год терпел, немножко по-любому буду терпеть. Он, оказывается, нарочно разговаривает. И я пока ответил, он взял на место сразу. Я даже не чувствовал. И встал вот так. И вот сам с собой разговаривал в тени. Он говорит: Тронда, хам. Я в шоке был. Вот из-за этого стоял долго. Я-то не верил. И вот шагал. И сам с собой разговаривал. Оказывается, так просто, что ли? Я-то так ходил. Я хочу вот так ходить. А не получается уже. Оказывается, он уже это на место поставил. Вот с этого момента я его обнял вообще. Он говорит: все. Я плакал, сломал и не опускал. Атага маннык хатыя хыжырета маннык аяс кая барбат эте. Бу атагын төбөтүнөн каама хыжырета. Onu же туроран мынжа мастааттан орон. Оте бу билигин ити мастааттан бу шүүрө хыжыр. Onu bu ki tuga sihe mi möttөгate, sihe bola mandık at bola hıjırete nar ilitinden tayana hıjırete. Onu mastaatta munotton ogoron kas mülü dogon puputi. Türdön bir sekundenen ogoron mut bu biligin bu bol bu şüüre hıjır.
Я начал заниматься в комнате, даже на диване. Это от спортзала не зависит. Хоть куда можно заниматься. Я вот руками, ногами, как друзьями разговаривал. Мои руки хорошие, послушные. Всегда я так и везде. И ногам тоже. Когда хожу, я падаю. И опять лентяется. Мои хорошие. Всегда вот так. Даже играл. Наконец-то не ругаю, да? Теперь люблю. Я тогда вот хромой, кривой был. Как колючая проволока у меня. Вот. Правая сторона. Всегда болел. И я привык с этого боли. Врачи курс лечения дали. Я получал уколы. И во время они уколы давали успокоительные. Я ждал, когда обратно будет болеть. До того так привык. Что-то меня не хватает, что они сделали, не болит же. Я ждал, когда это будет болеть. Мне неприлично было. Болел, значит, это я. Я так думал. Ну, с рождения я уже привык, оказывается. Сейчас немножко ударю сразу. О, как я терпел такую боль? Я сам от себя спрашиваю. Bu min oğur bu bugünne kendiki zim oluyorsa diyen manlık sıtan ere anneler ıstanga nitigar ühüs meste vattında. Ühüs meste vatta. Bunların emiye hüs vatta, bu yıl emiye hüs valla. Ona baseyenge harbır, harbahenge emiye bunların hüs vattında. Bu yıl kirelik kipatta. Bu yıl babuldan turar. Tuğanan hevette. Onu bu, otomanı bu emten bu hibit bu bilgin şöyle şöyle kota haceretten min beyimden astınavın. Он мне дал вторую жизнь, ну, стимул. Вот с этого момента я сразу начал ходить в спортзал. Я сам плаванием занимаюсь и пауэрлифтингом. Я первый раз занимался всего лишь 5 месяцев и в республике занял 3-е место двум видам спорта. Вот, плавание и пауэрлифтинг. Вот в этом году тоже пауэрлифтинг был 3-е место занял. Самая прямая вот так ходил. 31 год. А он меня вылетел 41 секунд, и вот человеком съел. И я стал любить спорт. У меня есть свои тренажеры волшебные, которые меня человеком сделали. Вот, например, это называется ролик. Я сейчас вам покажу пару примеров. Не надо тут всякие коврики. У меня есть свой коврик. Вот так. Оп. И потихоньку. Можно и так. Вот, например, и у меня есть вот такие успешные. Я его называю прогресс, потому что купил в магазине прогресс. Действительно прогресс. Вот так встаем, выпрямим себя.
Можно вот так. Так одеваете. И вот так. Наоборот. Так. Например, можно вот так. Сразу одеваете в другую сторону и поменяете. Так, наступим. И начинаем так. Не спеши. Так, возьмем, делаем приседания. Здоровые спортсмены, конечно, без этого делают. Я специально, чтобы мы тоже начали делать. Вот поэтому я сейчас покажу. Вот вставляем сюда. Равновесие находим и потихоньку падаем. Вот так. Туда-обратно. Можно вот так. Ну, скорее всего, первые начинающие, наверное, так. Я мечтаю учиться в этом году. Адаптивный физкультурное отделение. Я сходил, спросил. Конечно, я много времени потерял. Открыто говорю, потому что я вспомогательной школу закончил. Я не знаю, что такое экзамены, даже во сне не видел. Я так и говорил. Они сказали, с документами подходи. Надеюсь, помогут. Вот это моя самая большая мечта. Я жил песнями. И через песню до такого я дошел. И через песню жене встретил. Я слушала радиостанции НВК «Саха» и вот заказала его песни и ему написала через WhatsApp. И вот решили познакомиться. Общались, в кино ходили, в театр ходили, в музей ходили. В общем, мы друг друга полуслова понимали сразу. Вот это меня удивило. Вот это моя, я думал, сразу. Особенно мне нравится вот песня «Беляхте». Вот. Очень хорошая мелодия. В 2008 году я первую песню написал, называется «Беляхте». Беркылгас түгәңе әйгин, көрбітім мен білбәт күз жамын. Әнмеға бәләқтен аспытын, аптақтылардақ үріғын. Бәләқте әнмеға тапталы, әміске көсті бүт күймет. Урукку олоқпын тұтсаран, олоғым аргыға ән болуй. Олоғым аргыға ән болуй. Соғытчу кирбитін ән жеғер, онна ән бар әтің тапталым. Билбәккә сылжыбыт кыз жаным, умнумар доғырым әлмегін.
kataptalı emiske köstübüt kıymen urukku olakpını tutsaran olağım argıa en boluy olağım argıa en boluy ol ki dolguy but süreğim aymanna ürütten kız çantan taptatın eygin gerek kız eppetek tıllar bu ettim belekte enmiye kataptalı emiske köstübüt kıymen urukku olak bunu tutsaran olağım argıa en boluy olağım argıa en boluy. Вот втроем спим, сын и моя половинка. Я просыпаюсь и сам от себя спрашиваю, это правда мы и целую. Ну, судьба, что мы встретились с Николаем. Появление нашего малыша. Вот из-за этого, наверное, вот судьба наша, что Ефим на свет появился. С рождением сына в моей жизни, например, вот повернулось желание жить. Вечером, когда с садика забираем сына, сразу веселее становится. Мы вместе сразу, как тоже ровесники, становимся. И балуемся, аж соседи делают. Аргунов Степан Николаевич и Васильева Сардана Клементина. Вот они меня всегда и в беде, и в радости всегда вместе. Спасибо, что еще раз приняли. А то в автовокзале вы снимались. Мы вот с Николаем познакомились, Николай, в каком году? В 15 Где-то году. в 15 году, да? Ага. Короче, мы с Кюнеем, с его женой, вместе учились в одной школе. Вот моя жена тоже вместе в одной школе учились. И познакомился, конечно же, через Кюней с Колей. Вот. С тех пор мы неразлучные друзья. Все время друг другу помогаем. Они к нам приходят, мы к ним, как говорится, как получится. Всегда рады помочь им в беде и в радости, да? Саскы күнге айылғамы көстүте мин киребин ирела ойурга күлімірді сыластық тигара күнім сылас сардан ата тыгый мен күнім жолу en belekte тыгый мен күнім симеринен симен тыгый мен күнім жолу en belekte тыгый мен күнім симеринен симен